Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн биздин конокто Бахтияр Мухаммед, Кыргызстандын Борбордук Азия боюнча Travel & Partners деген мировой компаниянын өкүлү. Убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык. Жоктон бери көрүшө элекпиз. Бахтиярдын да жумуштары көп. И сизге бир суроо. Маркетолог. Кто такой маркетолог? Какие книги должен знать или читать маркетолог? Наша рубрика это связано с книгами, с библиотекой. И вот мы открываем сейчас новую рубрику. Какие книги вы можете порекомендовать нашим будущим маркетологам? Да? В мире есть только 3 маркетолога, которые по-настоящему считаются великими. Да? Первый – это Джек Траут, да, отец-основатель стратегии позиционирования. Да, ну и вот человек, который создал нашу компанию, в которой я сейчас партнер, работаю, да, это первый Джек Траут. Вот, и у него есть 12 книг. Вы можете прогуглить, посмотреть. Все 12 книг есть в открытом доступе, то есть они бесплатно, можно в электронной версии найти. А любителям, которые хотят именно в твердом переплете эти книги, то в раритете, да, в любом другом можете посмотреть. Но в основном всего есть 3 книги, которые есть в твердом переплете сейчас, на данный момент. Да? Это первая книга Джека Траута «Стратегия позиционирования», называется «Позиционирование. Битва за умы». Это первое. Второе – это «Маркетинговые войны». Там первое в 2 изданиях есть. И третье – это «Дифференцируйся или умирай». Вот это все 3 самые знаменитые книги Джека Траута из 12, которые есть в твердом переплете у нас в Бишкеке, да, в книжных магазинах можете найти. Может быть, получится заказать и другие. Но я вот честно, трудности действительно, их они уже не издаются, но в электронном не есть. Да. Великий маркетолог – это ну, не хотелось бы, просто это конкурент. Это Филипп Котлер, естественно. Это человек, который, наверное, сделал один из самых больших вкладов именно в маркетинг. Человек, который сделал из маркетинга науку. И, наверное, поэтому большинство университетов и на курсах вы можете увидеть эту книгу «Основы маркетинга» Филиппа Котлера, все верно. Вот. Есть новый маркетинг 2.0, маркетинг 3.0, маркетинг 4.0, 5.0. Есть сейчас разные, да, книги, направления, да? Да. То есть там как раз про трансформацию, как технологии меняют маркетинг, да. Вот сейчас онлайн-маркетинг очень имеет диджитал, да, цифровой маркетинг и так далее. Вот, можете эти книги прочитать, пожалуйста. Вот, Филипп Котлер, любую книгу. Джек Траут – это 2 величайших маркетолога. Ну и третий есть маркетолог, наверное, из величайших. Это я. Шучу. Хотя каждой шутки есть доля шутки. Да? Ну, кто знает, может быть, я стану когда-нибудь великим маркетологом и напишу свои книги. Хотя реально написать книгу есть намерение. Но только, наверное, не сейчас. Ну, наверное, было бы нашим читателям. Например, у нас есть... Вот, есть книги, да, Траута «Трансформируйся или умирай», да? Или «Дифференцируйся или умирай», да. То же самое, маркетинг меняется. Да. Маркетинги, которые написаны Джека Траута, Филиппа, они было сделано под менталитет, наверное, западных стран. Абсолютно. Соединенных Штатов, Европы и так далее. А у нас менталитет же, наверное, другой. Например, у нас, наверное, стиль кочевника, да, допустим. Да. Если сравнить стиль, например, вот в Европе, они же любят, заведение это 300 лет или 200 лет. Да, есть такое. А у нас, к сожалению, там раз в год надо менять вывеску, хозяины те же, но бизнес. Модель бизнеса меняется. Да, модель другого. Да. Не планировали про это как-то? Да, абсолютно, да. Я помню, мы, может быть, даже об этом говорили, но на самом деле, действительно, очень правильно сказали, все вот эти принципы, они, в принципе, работают везде одинаково. То есть это же инструменты. Просто надо ими уметь правильно пользоваться. Допустим, тот же топор, который был изобретен там в Америке, не можешь же рубить здесь по-другому. Это зависит от мастерства, да, опять-таки. Здесь просто нужно уметь это адаптировать.
Поэтому первое поколение маркетологов наших, да, в Кыргызстане, это вот приблизительно с 90-х по 2000-х, раньше просто копипастили, да. А вот второе поколение, которое вот я по себе отношу, это где-то начиная с 2010 года и вот по сегодняшний. Вы трансформировали? Да, мы трансформировали, мы адаптировали, да, как раз таки. То есть мы брали кейсы, мы брали инструменты и начинали под нашу культуру, под наши даже религии, да, то есть очень много чего адаптации было, конечно. И хочется об этом тоже говорить много, но культура кочевников, о которой вы говорите, действительно, возможно, будет ключом как раз таки к развитию нашего центральноазиатского маркетинга. Да, конечно. Вот наш канал рассчитан больше для библиотекарей, да? Какие вы упомянули этих авторов? Эти книги должны быть в библиотеке. Да. А библиотекарь должен объяснить детям, кто такой маркетолог. Можете простым языком объяснить, кто такой маркетолог? Просто в интернете очень много же мемов. Ты же маркетолог. Ты же маркетолог, да. Ну, у нас очень часто воспринимают, что маркетолог это как просто рекламщик. Вот маркетолог, рекламщик и пиарщик это три примерно одинаковых человека, да. Но на самом деле, если это были бы одинаковые, там работа одинаковая, то это бы не называлось бы одними словами, да, то есть просто смотрите, здесь есть просто очень простое, да, маркетолог – это человек, который должен изучить, проанализировать рынок, а рынок – это на самом деле место, где встречается спрос и предложение. Спрос это создается покупателями. У покупателей есть свои какие-то предпочтения, да, есть определенная сумма, которую они готовы за определенный продукт дать, да. И вот маркетолог должен изучить вот это все, да, то есть он должен изучить, что хочет клиент, по какой цене, по какой качеству, что за продукт и так далее, да. И хорошо, когда вы один на рынке, но есть конкуренты, которые могут перебить ваши условия, ваш продукт, правильно, по каким-то там, по качеству, по цене, да. А если их 800, понимаете, какая-то бешеная драка, да, будет за клиента. Вот все взаимоотношения между клиентом, производством и так далее, вот это как раз таки есть маркетолог, если проще объяснить. Вот то же самое, как и у нас, да, я по образованию программист, долгое время работал в сфере IT, ты же айтишник, холодильник сломался, почини холодильник, да, или микроволновка не работает, ты же айтишник, там что-нибудь посмотри. Ну, бывают разные случаи, но интересные, да, такие смешные даже сказать. Маркетолог, как вы сказали, делится на разные типы. Да. Вы на каком направлении больше работаете? Я работаю в направлении стратегии. То есть, если раньше, действительно, когда я только начинал, было только что-то связанное с креативом, с рекламой и все. Потом я вырос уже больше в специалиста по маркетингу. Маркетинг уже был шире, но это все равно тактические такие задачи. А сейчас я уже больше в стратегию. Это голые цифры, это голая аналитика, это постоянное общение с клиентами, выявление каких-то инсайтов и так далее. То есть сбор каких-то данных, аккумулирование это все и превращение это все в стратегию, которая там четкий план действия, который говорит, что мы будем делать в течение там 5 лет, например, да. Вот. Мое направление именно стратегия. А вот после стратегии идет больше тактические вещи. Это как раз таки вот эта реклама, там, какие-нибудь видеоролики, СММ, что-то где-то пиар там и так далее. Это уже идет после стратегии, поэтому на это я уже отошел от тактики и перешел в стратегию. Очень классно, очень познавательно. Спасибо за выделенное время. И еще будущим маркетологам, да? Я знаю, какую книгу порекомендуете, но кроме этого еще какие есть? Есть очень хороший такой локальный, региональный, можно сказать, автор Игорь Ман. У него достаточно хорошие книги. Есть там «Маркетинг №1», есть «Маркетинг без бюджета», есть, называется. Там есть, как там был, партизанский маркетинг был. С хорошими такими локальными кейсами, СНГшными, да. Там есть, вот. Он есть. Есть еще, могу вам рекомендовать Дэвида Огилви. Это больше не маркетолог, но он больше про рекламу. Там просто такие классные кейсы. У него так и называется «О рекламе». То есть Дэвид Огилви о рекламе. Вот, почитайте, просто столько больше много информации. Классное название книги. Да. О рекламе и название о рекламе. Это, наверное, высший пилотаж маркетинга, да? Да.
Ну, в том числе, да, это просто не стоит все это, как бы, может быть, не нужно все упрощать, но точно не усложнять, это обязательно, да? У нас есть столовый. Да, называется столовая. Понятно, Буфет. буфет. Мы так и делали, это наш кейс, да, буфет столовый наш, да, мы так и не заморачивались. Ну, все, большое вам спасибо. Спасибо, что Уделили. дали время, уделили время. Сегодня был у нас в гостях, то есть, ну, случайно встретились с Бахтияром Мухаметом. Мы давно не виделись. Да. Рад пообщаться. Спасибо. Всего доброго. Спасибо за интервью.